Брат главы Якутии всегда оставался в тени своего известного родственника, но при этом не отставал ни в амбициях, ни во лжи. Еще в 2022 году Александр говорил, что ждет, когда Родина позовет, чтобы бороться с фашистами. С тех пор прошло 3 года, слова остались словами, а он за это время стал генеральным директором Якутдорстроя. Александр Егоров с 2008 года член партии «Единая Россия». В 2010 году работал координатором по обращениям граждан в исполкоме, затем стал помощником сенатора Совета Федерации Штырова. С 2017 года увлекся киберспортом, стал руководителем киберспортивного объединения «Минус-72». Меня зовут Александр Егоров, я являюсь руководителем Якутской киберспортивной организации «База-1» 72С. Организовывал турниры, сотрудничал с Департаментом информационных систем Министерства обороны РФ, за заслуги был награжден ведомственными медалями и инициировал открытие в Якутске Центра по обучению операторов БПЛА. В 2019 году Юлия Гавриловна Егорова, жена Александра Егорова, продала свой подержанный седан Nissan Tiana 2014 года муниципальному предприятию Якутдорстрой. Машина была куплена у нее за государственные деньги, несмотря на то, что предприятие вряд ли нуждалось в легковом автомобиле для служебных целей. Уже через год авто перепродали другому физическому лицу, что еще больше усилило вопросы о целесообразности такой покупки. На момент сделки Александр Егоров занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия, позже он стал его генеральным директором. В 2020 году брат главы Якутии оказался в центре внимания. Его подозревали в администрировании WhatsApp-групп и массовой агитационной рассылке, а также в создании фейковых аккаунтов для продвижения местных властей. Опровержения опубликовались в телеграм-канале iDone Today, которые тесно связывались с республиканской властью и цифровыми ресурсами администрации, что усилило подозрение, что Александр Егоров мог быть напрямую причастен к этому пропагандистскому каналу. С началом так называемой спецоперации в феврале 2022 года Александр, как и его брат, включился в пропагандистскую деятельность. Он публиковал патриотические посты и видео, рассказывая о святой миссии российских солдат, призывал молодежь гордиться армией и поддерживать войну и участвовал в телепередаче о патриотизме. Смотрите, 24 февраля страна начинает специальную войсковую операцию на Украине, да, с целью защитить, скажем так, интересы русскоязычного населения на Донбассе, интересы которых 8 лет попирались активно при участии коллективного Запада. Киберспортивные объединения стали объектом внимания как раз-таки руководства армии. Да, в чем вот контакты киберспорта и Министерства обороны? Я хочу на тему того, что какая у нас армия, я хочу рассказать один простой пример. Мы 5 лет уже занимаемся развитием киберспорта, причем занимаемся последовательно. У нас был компьютерный клуб, потом мы стали турнирным оператором собственной студии, у нас мы проводим собственные турниры. И уже 2 года мы работаем с Департаментом информационной системы Министерства обороны Российской Федерации. Это, как говорят военные, в инициативном порядке организовываем турниры среди военных вузов. И в этом году, буквально в апреле, мы сейчас отобрали финалистов всероссийского, даже международного турнира, в котором участвовало больше 120 команд из 2 стран, из России и Республики Беларусь. Причем это команды были не обычные, а команды военных вузов и вузов силовых структур. То есть это курсанты, которые соревновались в 2 дисциплинах. Counter-Strike и World of Tanks. И знаете, это такой хороший опыт, что такое большое министерство, как Министерство обороны, оно на самом деле больше всех работает с молодежью, потому что армия — это молодежный контингент. И они сейчас понимают ценность того канала связи с молодежью, коммуникации, как киберспорт. Как можно рассуждать? Мы на самом деле очень гордимся сейчас той молодежью, которая сегодня воюет за наш мир, за нашу правду на Украине. И нельзя говорить, что у нас молодежь какая-то оторванная от общества. Это абсолютно не так. Что касается киберспорта, мы в прошлом году работали в парке «Патриот» на площадке международных армейских игр и организовали там деятельность площадки «Киберпатриот». Я туда повез якутскую команду, и мы так хорошо познакомились с военными, побывали в расположении 45-й гвардейской бригады десанта из героев Гостомеля. И знаете, мои ребята молодые, которые у меня работают, 24-27 лет, они совершили короткую экскурсию в армию, и они вернулись совершенно другими.
Они поняли, что сегодняшняя армия, она совершенно другая. Она знает, что ей надо, знает, как не надо делать. И они не занимаются, вот вроде, наверное, чем-то ненужным для армии. Они занимаются тем, чем надо, то есть защищают нашу Родину. И молодежь это сейчас понимает. Будущее за киберспортом, который в итоге будет идеологически уверен, это правильно, потому что сейчас и киберспорт, как и остальной спорт, превращается в битву таких, знаешь, политическую. Да. Вот когда нам запрещают участвовать в каких-то спортивных играх международных и отнимают у нашей страны право гордиться нашими спортивными победами, значит, будем гордиться киберспортивными победами в новых дисциплинах, которые появятся. У них есть чувство потребности, как и у нас с тобой, чувство потребности гордиться своей страной, и если мы дадим им пищу, она будет правильно использована, и они будут ее гордиться страной. Вот в боях действительно закаляются лучшие из нас. Там же сейчас по-настоящему совершенно наплевать. Якут, русский, чеченец, дагестанец, они все стали русскими. Нарицательные. Русский чеченец, русский якут, русский тувинец. И вот это как раз, вот этих ребят и надо, вот эту их идеологию надо сохранить. Какой-то один идиот там что-то скажет в адрес другого. И начинает это раздувать. Ксенофобия начинается. Ксенофобию, да. А вот эти ребята, они же на деле сейчас, там же вот эти, и журналисты, и люди говорят, они просто удивляются. Это нужно стимулировать, культивировать. Вот мы слова гимна должны учить, мы слова гимна должны знать. Это же вопрос, прежде всего, вот, к форме подачи этой информации. Вот не одно дело человеку листочек дать, сказать, учи, да, а другое дело красиво спеть, красиво исполнить, красиво показать, чтобы люди вот ходили, почувствовали. Вот. После объявления мобилизации он выкладывал фото своего военного билета, призывал молодежь подготовить военные билеты и готовиться встать в строй с лучшими. Сам на фронт так и не пошел. На праймарис 2023 года пытался выйти из тени брата и закрепить свое политическое влияние. Его образ строился на сочетании патриотизма, технической экспертизы и административного опыта. Я увлекаюсь различными интеллектуальными играми, в том числе и компьютерными. С 2017 года я занимаюсь развитием компьютерного спорта у нас в республике. 3 года уже сотрудничаем с военными, с Департаментом информационных систем Министерства обороны России в части развития компьютерного спорта в интересах страны. За эту деятельность я награжден ведомственным знаком за заслуги перед Департаментом информационных систем Министерства обороны. И я являюсь инициатором открытия Центра обучения операторов информационных систем в городе Якутске, который также занимается обучением операторов беспилотных систем. Сейчас я вот уже больше 8 лет работаю на крупнейшем дорожно-коммунальном предприятии города Якутска в акционерном обществе Якутдорстрой. И каждый день мы с коллегами занимаемся вопросами обеспечения жизнедеятельности города и горожан. В этой части я знаю хорошо проблемы Якутска изнутри, как и пути их решения. Там же, где мы их не можем найти сегодня, мы ищем решения в новых инженерных и цифровых технологиях. И основная идея этой моей работы заключается в том, чтобы помочь нашим ребятам превратить их навыки и компетенции, которые они приобрели в компьютерных играх, в реальные профессии, которые поможет им твердо встать на ноги в новую цифровую реальность. Этим занимается по всей стране, и я работаю над тем, чтобы Якутск стал лидером в этом направлении. Все направления для меня одинаково важны, поскольку направлены на развитие города и республики, на улучшение качества жизни жителей, на открытие новых возможностей для всех нас. Ради этого я продолжаю искать и задать верные вопросы на всех уровнях нашего общества. С уважением, Александр Егоров. Его программа и публичные заявления не смогли скрыть зависимость от административного ресурса и связей с братом. Многие избиратели восприняли его как прицеп Айсена Николаева. В итоге Егоров потерпел поражение. Якутские дороги всегда были испытанием для горожан. Ямы, выбоины, плохо уложенный асфальт, постоянные пробки, пыль, гололед, конечные локальные ремонты. Именно сюда власти направили Александра Егорова, брата главы республики, который не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в дорожной отрасли. Когда спадет страх и первый час отчаяния, вспомните, что наши с вами земляки, наши братья, отцы, сыны и друзья идут на фронт делать святое дело – защищать людей. Людей, к которым фашисты, враги, снова пришли в их дома убивать детей и женщин, стариков и мужчин, только за то, что они держатся одной с нами идеей. Такой простой идеи о том, что в 1945 году именно добро победило зло, а не наоборот.
Наши родные, призванные сегодня вновь солдаты и офицеры, возьмут в руки оружие и больше не позволят никому обижать слабых и беззащитных. Это сложная и опасная работа, но только она одна по плечу нашим. Будем гордиться нашими воинами. Хочу сказать всем тем из нас, кто, как и я, ждет, когда Родина позовет, делайте как я. Непременно найдите свой военный билет, даже если вы, как и я, во второй очереди мобилизации. Привыкайте носить с собой с гордостью, как знак того, что и вы готовы встать в строй вместе с лучшими представителями нашего российского народа. Долго нам говорили, что служба – это обязанность, это тягло, это зря потраченное время. Но мы при этом всегда верили и знали, что у нее есть вторая сторона. Служба – это честь, это гордость, это право быть сильным и свободным, взглянуть в лицо врагам без страха. В сложные времена, когда неприятель испытывает нас на прочность каждый день, слабые бегут. Стойкие принимают удары, и только сильные идут ему навстречу, на поле битвы. Побеждать. Егоров Александр, брат Айсена Николаева.